Hello. First, I would say thank you to Professor Maria Kopayeva that she invited us, Martina Lisik and Andrei Bausch, to this Congress. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь позвольте поблагодарить вас, отца нашей компании, в частности профессора Марию Копаеву, за приглашение меня, Инна Мисик и Андрея Бауш. Извините, слышно? Там микрофон, перевод слышен? Плохо слышно? Я могу, да? Так лучше, да? Я постараюсь Погромче. Хорошо. We are now 3 days here in Kazakhstan and we don't speak this language, but we met very friendly people here. Thank you. Вот уже на протяжении 3 дней мы находимся в этом замечательном гостеприимном Казахстане. И несмотря на то, что мы не разговариваем на вашем языке, нам очень приятно здесь находиться, и мы чувствуем, что нам здесь рады. Большое вам за это спасибо. Today I considered a presentation on documentation of the habitable occlusion in the occlusogram by using Bausch test materials. Сегодня я бы хотела представить вам доклад на тему того, как можно выявить центральную окклюзию посредством окклюзиограмм от тестовых материалов фирмы Bausch. In the history of the dentistry, many well-known professionals have made fundamental research. Today, we are working according to their research. В этой сфере окклюзии, было произведено множество фундаментальных исследований многих ученых, и поэтому сегодня мы более детально погрузимся в эти исследования. These are the names for the dentistry who are professional in the history. На слайде представлены имена стоматологических представителей, которые как раз таки делали исследования на тему окклюзии. What do you see? Что вы видите на этом слайде? I think we know that is occlusion. Я уверена, что вы, конечно же, выявили, что это окклюзия. But what is occlusion? Однако, давайте мы с вами поймем, что же это такое, окклюзия. By definition, it's very simply, occlusion can be defined as the contact between the teeth of the maxilla and the teeth of the mandible jaw. Дефиниция слова окклюзия достаточно простая. Это можно определить как контакт между зубами верхней и нижней челюстей. But we have different kinds of occlusion. Однако, несмотря на то, что все так просто, у окклюзии есть несколько видов. I start with the static occlusion. В первую очередь нужно отметить статическую окклюзию. This is the contact between the teeth when the jaw is not moving. Это межзубной контакт при том, когда челюсть не подвержена движению. Then we have the dynamic occlusion. Далее мы переходим к динамической окклюзии. This is when the mandible is moving, maybe sideways, forward or backward. Здесь мы говорим о характере взаимодействия зубов при движении челюсти вбок по окружности вперед-назад. Then the last one is the habitual occlusion. И последний пункт, который я бы хотела отметить из видов окклюзии, это центральная окклюзия, так называемая привычная окклюзия. This occlusion varies from person to person and is rather ideal to two-centric occlusion. Данный вид окклюзии отличается в зависимости от пациента, однако основная характеристика этого вида окклюзии может быть выявлена как максимальное количество межзубных смыканий между верхними и нижними челюстями, и она является таковой стандартной.
Today I will show you which device I am using to document habital occlusion in a daily routine for every patient. И сегодня как раз таки я бы хотела сделать акцент на центральной окклюзии и рассказать вам о том инструменте, который я использую для ее выявления. I start my day with a cup of coffee. After that, I welcome my first patient. Мы начнем с того, как я начинаю свой рабочий день. Я начинаю его с чашечки кофе, и далее я приглашаю своего первого пациента. I have a standard procedure in my daily routine for the first meeting with the patient. И у меня есть стандартный ритуал, подход того, как я провожу обследование своего пациента. I start with the case history. Я начинаю с исследования истории болезни. That means special analysis or general history. Здесь я подразумеваю как и общую историю болезни, так и специальный анализ. Then the dental diagnosis. Далее я провожу стоматологическую диагностику. Maybe caries, insufficient filling, insufficient crowns. Я исследую, если кариес у пациента, если недостаточная насыщенность эмали и тому подобное. Then I make the diagnosis of the gingiva or the gum. Далее я перехожу к диагностике десны. There I test the bleeding on proving. Произвожу тест на кровоточивость. Then I make an X-ray diagnosis. Далее я перехожу к рентгену. Maybe with orthopontography or X-status. Возможно, при помощи ортопонтолограммы. And then I test the vitality of the teeth. И далее я обследую витальные зубы. And the last is manual function analysis. И последнее, это, конечно же, мануальное обследование функции. Now I will show you a patient case. Далее я бы хотела вам показать один из примеров. This is patient Dr. E.K. His case history analysis is that he takes a medication. Например, здесь я хочу показать пример пациента доктора E.K., назовем его так, и начнем с истории болезни и анамнеза. Он принимает определенные медикаменты, и здесь они представлены на слайде. Это One per day aspirin and one per day Corvo. как вы видите на слайде, это прием аспирина один раз в день и прием один раз в день 5 мг кроволола. He came to me because on his tooth 3-1 the incisional edge was broken. Он пришел в мой офис, потому что его 31-й зуб и режущий край на этом зубе был разрушен. I tested vitality. Я проверила на витальность. It was positive. Зуб витальный. Then I made an X-ray. Далее я сделала рентген пациенту. And there I can see that the root and the root tip is normal. И я увидела, что корень и верхушка корня здоровы. After that, I checked the occlusion. Далее я уже перешла к исследованию окклюзии. And record the patient's occlusion in the occlusogram. Для этого я использовала окклюзиограмму. Here you can see the occlusogram. Здесь вы на слайде можете наблюдать окклюзиограмму. For checking these points, I only use artificial metallic to say why. Для того, чтобы сделать основной анализ, я использовала artificial анализ. Почему? Because we have different kind of movements of mandible.
This can be shown by using different colors of Artiform metallic. Почему же мне достаточно только Artiform Metallic? Потому что челюсть находится в постоянном движении, и для этого я могу использовать пленки различных цветов. The characteristic of these foils are that the first is the thickness, it's the importance, it's only 12 micron. В первую очередь хотелось бы отметить характеристики этих пленок. В первую очередь это их толщина, это всего лишь 12 микрон. Then they marks on impact. На них можно отследить давление, Contact of the size of pin points, межзвездные контакты, and shows the exact position of a pre-contact. Также именно эти пленки отображают действительное положение преконтакта. And you can check with this the static and dynamic occlusion. Эти пленки позволяют определить как статические, так и динамические виды окклюзии. And marks movement patterns. И они демонстрируют движение, то есть их можно отследить. Now I can show you that I start with the blue foil. Я начинаю работы путем использования Artiform Metallic пленку синего цвета. You can see it here by using on the maxilla. Вы можете увидеть это здесь, как я ее использую. Здесь представлена статическая окклюзия верхней челюсти. Blue foil I use only for static occlusion, for maxilla and then for the mandible. Голубая пленка она позволяет определить статическую окклюзию как на верхней, так и на внешней челюсти. The second is the red foil. Далее я перехожу к использованию красной пленки. Red foil is for the lateral occlusion movement. Красную пленку я использую для латеротузии и понимания движения. Because you can see very well here lines on the canine. Здесь вы можете увидеть линии на клыках отметины. There are not points, there are lines. Профессор Мельхем отмечает, что это не просто точки, это именно линии. Then from the mandible, same lines. Далее мы переходим к анализу и использованию красной пленки на нижней челюсти. Then the last one I use is the black foil. И последний вид пленки, который я использую в данном случае, это черная пленка. Black foil is for protrusion movement. Ее я использую для определения протрузии. Here you can see very well the pre-contact on the T241. Здесь вы можете увидеть преконтакт, конкретно на данном слайде, зуба 4.1. Now I transferred all these points to the occlusogram. Далее я перехожу уже к окклюзограмме и переношу все точки, которые были определены при помощи пленки, на них. Here you can see it. На этом слайде представлены различными цветами как раз таки те элементы, которые были выявлены посредством различных видов пленки. This occlusogram is for me and for my dental technician. Данную окклюзограмму использую я и обязательно передаю ее своим зубным техникам. Because we always work together with the same papers or foils, and that's the characteristic, that's the important thing, what I prefer. Я делаю, потому что мы работаем в одной команде, и нам очень важно, чтобы мы владели одинаковой информацией. И
И зная, что они используют как раз такие эти виды пленки, для меня это тоже стало моим стандартом работы. My goal here is that the veneer include the incisional edge without a pre-contact on 3-1, but on the 4-1. Моя цель в данном случае с пациентом – это установка виниров таким образом, чтобы не было при контактно режущем крае 31 зуба, а наоборот сделать акцент на 41. Here I make a separate note for my dental technicians. Ниже представлены мои записи, которые я оставляю своим зубным техникам. And then, I think 1 week later, I get it from my technician. And here is the first result. И примерно через неделю я уже получаю результаты от своих зубных техников, и вот первый результат. Here you can see the pre-contact on the 4-1, but also a pre-contact on 3-1, but this is not correct. Здесь вы можете увидеть, что мы получили приконтакт на 41 зубе, но также, к сожалению, остался приконтакт на 31 зубе, и это неисправимо. You remember before Помните, что было в начале? and after? И вот что получилось. It's the same point. And now I show you the successful treatment. И сейчас я бы хотела вам показать, как же должен выглядеть успешный результат нашей работы. A moment, I show it to you. Here. If you want, you can use Schimmstoff. I don't know that the dentists here know it, Schimmstoff. Далее я использую фольгу Шимшток, я не уверена, используете ли вы ее, но я уверена, что вы знакомы с этим материалом. Schimmstock is a foil without color that you can use for the final test when the patient is in the habital occlusion. You put this Schimmstock between the teeth and pull the foil through. Шимшток – это бесцветный материал, который я использую для того, чтобы определить уже финальный результат проделанной работы. Okay, that was the finish. Thank you for your attention. Спасибо вам большое. Есть предложение вопросы задавать, как мы договаривались, в письменном виде. Лектора, если здесь накопились по первой части, можно отвечать. Сейчас хотелось бы поблагодарить госпожу Иннамези, Dia welcome Inamezi, Вернушалис Дузес, Газунхай. Мы пожелаем всего доброго, всего хорошего, здоровья. Спасибо за такой доклад. Dankeschön. Поблагодарим транслейтера.